Света, а у нас теперь так же. А ты не знаешь, кто эти люди, что стоят за этими коробками на ножках? Это операторы. И что, нас снимают? Да. И мы все вместе смотрим программу «Счастливый час». И этот час с вами проведу я, Гузель Хурматова. Здравствуйте. Башкирский государственный театр кукол совсем недавно вернулся в свой родной дом. И мы подумали, что это прекрасный повод встретиться у нас в студии. Поговорить об обновленном здании, о планах и, конечно же, о куклах. С удовольствием представляю артистов театра. Надежда Беззубова, Александр Верхозенский и Диана Гараева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с новосельем. Уже все, переехали или вы еще в процессе находитесь? Да, мы еще... Переезд – это дело не одного дня, и не двух, и даже не 7. Мы еще в процессе находимся. Буквально сегодня у нас происходит погрузка цехов. Переезжают наши цеха. Самыми первыми переехали актеры. Актеры спектакля «Щелкунчик». Новогодний спектакль мы встретили в новом здании. И сейчас еще процесс у нас продолжается переезда. Как вам новое здание, новая сцена? Ну, замечательно, конечно, потому что мы столько ждали. Почти 2 года мы были гостями на сцене, на малой сцене театра оперы и балета. И вот теперь вернулись на свою родную, с изменениями, все по-новому. И мы еще даже, знаете, здание большое, новое, мы много где еще сами не бывали. Да? Вот, да, несмотря на то, что мы уже долго достаточно работаем, вот как раз-таки играли спектакль «Щелкунчик», что такое Новый год, вот весь этот новогодний марафон, который у нас был. И мы буквально знали гримерку, сцену, вот такие у нас переходики были. Потом какие-то что-то новое узнавали. Вообще, конечно, театры хвалятся тем, что у них такие переходы и коридоры. Я однажды заблудилась в Башкирском драматическом театре, и у меня реально был такой страх, что я все останусь здесь на ночь, и если меня тут никто не найдет, и никто не откроет мне двери, то что будет со мной, непонятно. Я даже придумала какую-то страшилку. А вот сцена, она изменилась? Там есть какие-то технологические новшества, что позволит, например, сделать какой-нибудь спектакль, который вы раньше не могли поставить? Да, конечно. У нас появились подъемные механизмы, которых раньше не было, вот, которые мы тоже планируем, конечно же, использовать. У нас появился... Полетный? Да, полетный механизм. Полетный механизм? Да, то есть мы сможем подвешивать даже живого актера, как в цирке буквально. Он сможет подниматься, опускаться, двигаться по сцене, летать. Воздушные гимнасты. Да, и у вас и так большая нагрузка, потому что я знаю, что за ширмой обычно же там не очень много места, и вам приходится перелазить друг друга, какие-то акробатические приемы использовать, а тут еще и летать. Ну, видимо... Мы готовы ко всему уже, потому что в театре кукол возможно все. Для артистов самих что-нибудь сделали? Ну, вернее, не что-нибудь сделали. Я знаю точно, что вам сделали хорошие гримерки. Это вот правда или нет? Правда? Потому что я знаю, что вы как-то я смотрела интервью с вами, Надежда, вы говорили, что у вас проблемы были с гримерками. В том плане, что они были узкие, там еще что-то были не очень хорошие. У нас стало больше, в первую очередь, чем раньше было. Да. Раньше у нас только на первом этаже гримерные по комнаты. 6 человек, по Действительно, 8. большие проблемы, потому что у нас большие спектакли с переодеваниями, у нас ростовые куклы, все это объемное. И когда несколько человек в маленьком помещении, это, ну, ужасно было, конечно. Вот. А теперь мы разместились, ну, не у каждого, конечно, своя, но теперь их много. По 2, по 3, по 4 человека. Хорошо. И чувствуют себя комфортно. Да. И в разных местах, вот я тоже до сих пор еще даже не знаю, где кто находится. Еще не полностью разместились. Здание большое, несколько этажей, на разных этажах тоже мы располагаемся. У вас же теперь еще и малый зрительный зал. Да. Какие планы? Там что-то будет особенное?
Малый зал был и раньше, но не полноценный малый зал. Он у нас появился из репетиционного зала. Это переоборудованный репетиционный зал. И он был достаточно небольшого размера, но, в принципе, очень уютный и камерный. А теперь у нас более просторный малый зал на 150 мест. И можно ставить интересные спектакли. У нас, в принципе, в этот зал те спектакли, которые раньше на большой сцене ставились, мы перенесли, и они замечательно туда встали. Вот, и планируем репертуар уже именно под это пространство. Вот уже у нас актеры работали в спектакле «Что такое Новый год?». Параллельно с «Щелкунчиком» в малом зале шел. «Щелкунчик» был в большом зале на Новый год, и «Что такое Новый год?» в малом зале шел. Да, интересно. Я слышала о том, что у вас будет или уже есть детские творческие студии, которые вот также расположены вот в самом театре. Это вот что? Да, планируется. У нас есть помещения специальные для детских студий, и планируются студии открываться творческого развития детей по актерскому мастерству, по мастерству кукловождения, живопись, хореография, вокал. Пока у нас это все в разработке, мы пока еще только продумываем программу и какие это будут занятия. У нас в течение этого года как раз мы планируем это запустить. А вот после спектакля, вот дети, как правило, они же такие возбужденные, им так хочется продолжить поиграть. У них будет возможность остаться в игровой студии и там, я не знаю, продолжить свое веселье? После спектакля? Это все-таки После спектакля, разные да. будут студии. Студия, она будет автономно работать, а спектакли, они будут в своем идти в своем режиме. Да. Понятно. Ну вот смотрите, я еще когда думаю про театр кукол, сразу вспоминается здание, сразу вспоминаются красивые часы. Я слышала о том, что часы перенесли в фойе. Это те же самые часы или это что-то другое? Нет, это не совсем те же самые часы. Это их уменьшенная копия. Вот, это как такой экспонат музея. Практически на входе они. А те часы, которые сняли, настоящие, большие, они будут через какое-то время, по-моему, да? Да, они будут установлены. Сквер, да, который еще театром. планируется рядом с театром. Они вот в оригинальном размере, как они располагались на фасаде здания, вот именно эти же часы. Их строители демонтировали в 2022 году с началом реконструкции. Сделали копию, а это у нас сохранилось. Они, конечно, не будут действующими, они будут скорее как арт-объект такой. Исторический. Да, исторический. Просто они такие красивые, они вот, на самом деле являются арт-объектами, нашей визитной карточкой, не только визитной карточкой театра. Кстати, копия замечательно вписалась в фойе театра, она очень хорошо там смотрится, и с ней все фотографируются. Это как часть нашей истории, часть нашей культуры. А у вас в фойе там будут какие-нибудь куклы, выставки, что-нибудь такое вот планируется? У нас в фойе театра на втором этаже есть музей, как галерея кукол. Там уже наши художники его оформили красиво, с куклами, которые в разные годы шли в репертуаре театра. Там есть даже самые первые куклы 30-х годов. Наш театр в 1932 году основался. И куклы, самые первые перчаточные куклы, там тоже представлены. Представлены такие легендарные куклы из легендарных спектаклей, как «Божественная комедия» в постановке Владимира Штейна, «Индийская легенда», спектакль, который принес нам премию имени Джавахарлала Неру за укрепление индо-советской дружбы. Вот, наш театр кукол единственный обладатель этой премии в России. Именно за укрепление индо-советской дружбы. Это такой да, гордость, и у на нас самом деле. Всякий есть раз что думаю об посмотреть. этом и думаю, боже мой, Эти какие мы экспозиции активные. будут меняться со временем, будут тематические экспозиции. Планируется, что к Великой Отечественной войне будут свои выставляться, то есть тематические куклы. А, кстати, вот по поводу Великой Отечественной войны. Я знаю, что наш театр, они ездили агитбригадой, ставили спектакли. У них были такие смешные спектакли про Гитлера, сны Гитлера. Да, что-то это такое. были миниатюры. Да. А сохранились куклы тех времен?
Так, у нас сохранились афиши, фотографии, и все, что у нас есть документы, как наши артисты выезжали, и письма благодарности от бойцов, как они выступали. У нас, в принципе, очень много есть что посмотреть, но в основном это уже фотографии, афиши, письма. Понятно. Ну вот выступать, да, артисты выступают обычно в зрительном зале, а тут вот у вас появился амфитеатр. Где-то в интервью прочитала, Да. что будет какие-то там у вас какие-то грандиозные планы. Будут, да? А насколько они там? Ну, Планируются, да. Но вот ближайшее у нас мы летом планируем световое шоу с большими... Световое шоу? Вот это да. с гигантскими световыми куклами. С ума сойти. Да, на открытом воздухе, вечернее шоу такое для взрослых, для детей. Гигантские куклы, это те самые, вот вы как-то в одном из интервью сказали, что у нас появились марионеточные куклы с длинными нитями. Это не Нет, это не это те другое. куклы, да. Это специально сделанные будут гигантские световые куклы, такие каркасные они. Ну, сейчас они в процессе сварки, Да. металлосварки. А там внутри человек будет находиться? Или как Нет. вообще вот будет он работать? У них будут трости, Ага. и по бокам люди будут ими управлять. Некоторые куклы будут на колесиках перемещаться, кататься. Там будет, вот, можно раскрыть секрет, 7 девушек, например, будет танец 7 девушек. Да. И все это в темноте, они будут светиться. У них будут, надеюсь, Это, наверное, к красиво двигаться руки. 450-летию, да, готовится? Да, конечно. Да. Ой, слушайте, мне прям так с нетерпением жду я эти дни, потому что планируется, видимо, очень много интересного. Да. Да, у нас ведь и реконструкция театра тоже в рамках 450-летия Уфы. И запланировано много интересного к этой дате, в том числе в нашем театре. Понятно. И вот прежде чем мы уйдем на рекламу, я хотела спросить, а вот куклы, они вот раскладываются в каких-то коробочках, да? У каждого своей куклы должна быть свое место, да? Или как это у вас там все? Ну, по-разному. Каждая кукла, в зависимости от системы, тоже вот тростевые, перчаточные, они вешаются на гребенке. Марионетки у нас в специальных кофрах, они тоже там нити сматываются особым образом. Вот. А гигантские куклы вы будете как хранить? Я просто подумала, если, допустим, с маленькими еще понятно, а гигантские, они же, Хороший вопрос. Но они, во-первых, будут разборные на части. То есть, конечно, мы их не сможем в натуральную величину хранить. Я думаю, представляете, как это было бы интересно, как Гулливер в стране, в стране великанов, да? Так приходишь, мало того, что если ребенок пришел, был он так маленький, а тут еще больше, мне кажется, это было бы очень интересно. Так, на заметку. Ну да. Ну, мы будем их разбирать на части и хранить уже в складских помещениях. Понятно. Нам нужно ненадолго прерваться. Через короткую рекламную паузу мы снова вернемся в студию. Исторический возраст кукол сопоставим с возрастом человека. Пусть дети продолжают играть в куклы, а мы продолжим наш разговор. Я слышала о том, что... Вернее, нет, мне хочется с этого начать. Вы говорили в рекламной паузе о том, что жалеете, что вы не актриса. Это был личный разговор. А я его взяла и вытащила в Божий свет. Давайте расскажем об этом. Я правда подумала о том, когда вы начали играть с куклой, что вы, скорее всего, там, может быть, драматическая актриса. Или... Нет, просто я очень люблю кукол, я очень люблю театр, в котором я работаю. Я восхищаюсь нашими артистами. И меня завораживает, если когда я захожу на склад, например, где висят куклы, такой трепет это вызывает. И вообще то, что они делают, они такие молодцы. Я им белой завистью завидую, но я сама, как сказать, я стесняюсь. Я, наверное, не смогла бы. Ну, может быть, и смогла, но для меня это стресс выходить на сцену. Хотя Диана сама из театральной династии целый. Да. Расскажи, Диана. Ну как? Здрасте, начали уж, давайте рассказывать. Вы, говорят, поете. Я тут тоже не так Да, шепнули. я по первому образованию певица. Я закончила училище искусств, вокальное отделение. Ну вот. Понятно. Папа Ильдар Ахматуллин, актер. Башкирского драматического театра. И Башкирского дедушка драматического Шамиль театра, и в Ахматуллин. театре кукол он тоже поработал.
Да, я поэтому... И знаменитый дедушка такой, да. Поэтому это, наверное, какой-то зов крови произошел. Ну, ничего удивительного, что вы работаете в театре. И весьма вероятно, вы просто еще не знаете, что у вас есть актерский дар, да ведь? Да, возможно. Вы давно не играли в постановках, где используется ширма. Правда ведь? Для меня просто ширма... Мы регулярно постоянно играем. Подождите, а я в одном из интервью где-то прочитала о том, что ширмовые спектакли их стало меньше в связи с тем, что были ремонты, все такое. А это потому, что мы играли на сцене малого Театра оперы. зала театра оперы и балета. Да, ну 1,5 года все равно, это же Вот, достаточно. там просто сам зал, он таким амфитеатром, да, высоким. И поэтому там зрителям видно то, что происходит за ширмой. А давайте вообще расскажем о том, какие бывают спектакли, какие постановки. Вот ширмовые, это когда вот за ширмой играет вот это вот вся петрушка и так далее. И вот такие куклы, они верховые называются, которые работают над ширмой. Как вот этот вот. Это кот из спектакля «Кот в сапогах». Мяу. Я кот в сапогах. Мяу. Здравствуй, кот. Привет. Как у тебя дела? Счастливый час сегодня наступил для нас. Мяу. А рядом кто сидит? А это Зайчик из спектакля «Лиса-сирота». Это представитель планшетных кукол. Планшетные куклы – это куклы, которые работают на планшете, то есть на столе, на какой-то поверхности. Вот такой вот. Я Зайчик. Я Зайчик из спектакля «Лиса-сирота». Да. Здравствуй, зайка, сирота. Привет, привет. Привет всем зрителям передачи «Счастливый час». А лиса у нас? Лиса тоже из этого А Лиса тоже из спектакля. этого же спектакля. Как раз вот та самая Лиса-сирота. лиса-сирота. А, это она сирота. Да. Он у нас идет в малом зале на 2 языках, на русском и на башкирском языке. То есть одновременно или это 2 разных спектакля? Нет, два разных, конечно, да. Ну, вот сейчас... Нет. Да, есть спектакль для русской публики на русском языке и для башкирской публики на башкирском языке. Это главная героиня Лиса. Ну, вы не все куклы принесли, у вас есть еще нет, и... ну, конечно, я имею в виду Если бы разновидности, принесли да? Вы же еще и, Конечно, там, я не знаю, у вас есть спектакли, где играют артисты, прям как артисты драматические, но только в масках. Я, правда, в этот момент вспоминаю японский театр в масках. Правда ведь они же там играют в масках? Не очень. Не очень похоже. Не очень похоже? Да, но там, где мы как драматические актеры играем, то мы не в масках. А есть, где мы в масках У отдельно. нас это разделяется Да, на да. разные системы. Это- То есть маски – это отдельная система, так же, как и вот верховые куклы, планшетные, маски. Вот. А когда мы как драматические, это у нас называется живой план. А у вас недавно был спектакль «Аленький цветочек». Да. А там какие куклы применялись? Там смешанная система. Там в основном маски используются и тростевые куклы. Я знаю, что вы еще привлекаете местных драматургов. Недавно у вас тоже спектакль был, где были стихи Владимира Аношкина, если я не ошибаюсь. Правильно? Да. А «Вечно» это 345-я, там он стихи. Владимир для- Аношкин, он много пьес написал для нашего театра, и он работал в свое время в театре кукол за флитом, писал пьесы, сценарии, и мы до сих пор привлекаем его к постановкам. Например, пьесу для спектакля «Мустай Карим. Близкий к горизонту» он написал. Замечательный байопик о нашем любимом поэте Мустае Кариме, о чем поет орнамент, Сабантуй. Это все пьесы Владимира Аношкина. «Петрушки». Да, мы работаем со многими уфимскими драматургами. Светлана Чураева как раз написала пьесу «Аленький цветочек». Понятно. А у вас есть какой-нибудь такой свой любимый спектакль или спектакль, который для вас является таким... Вот, кстати, очень красиво, да, правда? Вот, я знаю, что там использовались... Был художник это Светлана. маска. Да, Светлана Степанова. И она использовала видеоинсталляции, что-то еще. Это было очень любопытно. Да. У нас видеоанимация здесь используется как элемент сценографии. Ну вот как раз вот же люди в куклах, в масках, вернее. Да. Да, вот и тростевые куклы. А, тростевые есть, да? Интересно. Да. Ну, у нас, конечно, много спектаклей, вот и больших таких, где и видеопроекции используются, и световые эффекты различные. То есть это сейчас, конечно, наш театр очень сильно отличается от того, что раньше называлось там театром кукол, ширмочка и
какие-то куколки небольшие над ней. Считается, что театр кукол почему-то детским, а на самом деле же он же начинался вообще-то как-то для взрослых. А для взрослых у вас спектакли есть? Да, конечно. Да, да. Да, И у как они нас- пользуются успехом? Приходят ли люди к ним? Да, у нас достаточно популярные спектакли для взрослых. Вот пока шла реконструкция, мы, к сожалению, не так часто их исполняли. Но у нас после долгого перерыва впервые в 2017 году мы поставили спектакль, возобновили постановки для взрослых. У нас в 70-е годы театр кукол как раз-таки и прославился благодаря своим постановкам для взрослых. В 2017 году мы возобновили, пригласили на постановку режиссера Петра Васильева и художницу Алевтину Торик. Она наша землячка. Они сейчас успешно работают в Санкт-Петербурге и вообще ставят спектакли свои по России. Они поставили нам спектакль «1001 ночь». Замечательный, прекрасный. И зрители его очень любят. Вот. У нас мы возобновили показ спектакля «Индийская легенда». Он для семейного просмотра, для взрослых. «Урал-Батыр». Вот Надежда Беззубова, Александр Верхоземский и Виктория Щербакова, они сделали спектакль для взрослых «Любовное приключение», петрушечная, балаган-комедия. Я слышала, что вы там играете несколько ролей. Да, Да. и все они женские. Там категория даже 18+, не 16+, а такое... А мужская роль, такая главный персонаж, Петрушка, вот его играет как раз-таки Надя. И играет вы не просто сможете- так, а она работает с пищиком. Да. То есть его сейчас нельзя повторить этот голос? Да, Да. ну там голос искажается, то есть я в гортань вставляю специальное А приспособление. это не больно? И сначала больно, когда учишься, идет кровь, там все Ужас. сдирается, потом там набивается мозоль. Ого. Становится все хорошо, и теперь уже не больно. И как голос интересно звучит? Он прям как будто бы кричит? Ну, как-то так. Ну, на самом деле не передать, потому что там пластинки же металлические, и там, в общем, он такой очень резкий, специфический. Он и не мужской, и не женский. Это вообще Петрушка Да. Трикстер. Он чем-то напоминает вот манок для охоты. Да. Вот примерно из этой серии, Такой только слегка крякающий. только такой, управляющий, высокий. то есть можно все слова говорить. Это ведь традиционный инструмент Да, пищи. это, конечно, это прям испокон веков, вот как петрушечники ходили с петрушками, с пищиками, да. Вот. А у нас в театре только вот это Вот вот традиционный история. Петрушка где? Вот прям Ну, такой здесь. Он у Петрушка, нас, Петрушка. конечно, он не самый традиционный, персонажи у нас современные. А он прям с красным носом, да? таким Да-да-да. вот? Петрушка Сам традиционный. Петрушка традиционный, с колпачком, с дубинкой. У нас как раз была задача, чтобы этот спектакль, во-первых, шел в репертуаре, и это не площадное представление, как это было традиционно. У нас зрители сидят в зрительном зале, они стоят на площади. И поэтому нам нужно это было тоже как-то все под какую-то концепцию такую объединить. И вот мы придумали такую историю, что это полет на авиалайнере. И зрители, они пассажиры этого лайнера. А мы, там же еще в Петрушечном театре обязательно есть музыкант, скоморох, да, и он же переводчик, потому что не все звуки через пищик. Можно воспроизвести, и не всегда у Петрушки речь внятная. Некоторые слова непонятны. А это как будто бы специально, да? Ну, Нет, это... это такая данность у пищика. Поскольку понятно. он заменяет связки, через него сонорные звуки невозможно проговорить. Мэ, не, ле. Вот эти три звука, они не читаются, не произносятся. Там не двигаешь языком в этот момент, Да. только вот за счет артикуляции Нет, губ. языком двигаешь. Ну, не так, как... Да. Просто воздух идет не через нос, а он вот именно отсюда выходит. И поэтому вот сонорные не затрагиваются. А вам пить в этот момент хочется обычно же, ну, горло, когда вот так? Бывает, у меня с собой стоит, да, стаканчик. То есть можно с в это И водой. время даже попить, нужно да? пить, потому что он Смачивается, он пересыхает, его пересыхает. нужно размачивать постоянно. Да. Честно. А вы там женщин изображаете, да? Да, изображаю можете показать? женщин. Да нет, наверное, сейчас не смогу без кукол, да. Не в Потому живом что же плане. кукла сама предполагает, это не просто так ты... Там несколько женских персонажей, и все они женские. исполняются Да, все Александром. Да. Но там суть в том, что Петрушка хочет жениться, и вот он перебирает себе, выбирает невест в разных странах, поэтому И в вот основном эта все череда персонажи. женщин. Да. Ну и как вам играть женские роли? Хорошо.
Вы поняли, какая у нас трудная женская доля? Да, да. Быть выбранной петрушкой. Как раз все женские проблемы там мной озвучены. Ясно. Ну вот так вот. А вот есть куклы, которых вы боитесь? Ну, которым страшно подойти, например. Ну, вот не то, что страшно, они требуют к себе какого-то особого отношения. Например, я не знаю, например, царевну, да, какая-нибудь там, Настенька, да, ее же нужно сыграть, что она такая вся женственная, такая ласковая, как бы не пересолить, не пересластить. Мне кажется, мы ко всем куклам относимся трепетно, на самом деле. Трепетом, да, ко всем. А вот к кому сложно подходить, это, страхом. пожалуй, к самым тяжелым куклам. Страшно подходить. Да, потому что бывает очень тяжелый, конечно. А какой максимальный у них вес? По 17 килограмм? Ну, разные. Разные. Самая тяжелая вообще, мне кажется, кукла Рета Крамовича Рама. А сколько она может весить? Вот самая тяжелая кукла, это сколько весит? Ну, килограмм 10, наверное. 10 килограмм. Да. Это надо все на руках держать, Ну, да? конечно, Да, на и вот на вытянутой руке. вытянутой На вытянутых и руках. час. Я тут подержала недавно вот эту вот куклу Лису, да, и то у меня уже немножко так подустала. Да, рука. это пушиночка, в общем. А это пушиночка, 10 килограмм. Да, да. А еще и надо вспомнить Ну, текст. и там же внутри механизм еще, то есть надо Да, управлять. тростевая кукла, она как раз тяжелая. Да, здесь у нее есть гапит, которым управляют. Вот тот самый гапит. А ты такая думаешь, что такое гапит? Да, Вот это он держатель. какой. Да, Ага. это он как раз. Вот у него есть машинка, которая управляет головой. Ага. В машинке еще есть курочки, там вот если можно, чтобы открывался ротик. Вот, когда ее поднимаешь, вот голова, кукла поднимается и вращается. А можно я попробую? Да, конечно. Я прошу прощения у своей группы. Наверное, они сейчас будут сильно ругаться, но уж больно хочется. Так. Так, я держу ее. А как ее крутить головой? Нужно ручку держать вот. Так, вот я держу упершись двумя, вот да. сюда, Ага. и вот этими пальцами работать машинкой. Вот, Ага, все, держу. А вот это как? Это что А такое руки? это второй рукой нужно держать две вот эти трости. И Здравствуйте. голову не заваливать. Ага, я еще и заваливаю. Хорошо бы поднять куклу вот, Вот так? правильное положение. Ага, это то есть я вот так Да. стою. Интересненько. Это вот... А у меня голова все равно запрокидывается. Да, запрокинуться. А почему она у меня А запрокидывается? нужно держать Так машину. я же ее держу. Нет, вот Ну ладно, понятно. Видимо, у меня это... все. Да, да. Ну все, товарищи, я точно к вам приду работать. А пока я хочу предупредить всех, что у нас будет короткая рекламная пауза. Ой, как Не здорово. переключайтесь. О жизни кукол и жизни людей среди кукол говорим мы сегодня. Вы смотрите программу «Счастливый час», и мы продолжаем наш разговор. Вы скажите, а детям вы разрешаете пройти за кулисы, потрогать куклы, там, я не знаю, пошелестеть занавесами, изобразить ветер? Нет. Ну, это было бы так интересно. Ну, им, возможно, да. Вот мы же говорили про трепетность отношений к куклам. Если дети вот так захотят сделать все, что они хотят, что же будет, да. Но у нас есть специальная программа «Кукольная кухня», где разрешается детям и даже и работать с куклами, и посмотреть их поближе. Но это специальная программа. Вот как раз авторами являются Надежда Беззубова и Александр Хаземский. О нашей кукольной кухне, о нашем закулисье, о процессе создания спектаклей. Это называется «Куку Project». Это вы об этом проекте говорите? А это другой? Проект. Project. Да. А кукольная кухня – это программа. Это разные программы. Да, это как маленький спектакль интерактивный. С участием детей. Где мы рассказываем про разные системы кукол, как раз-таки детям даем возможность поработать с этими куклами, попробовать себя в роли артистов. Они могут, не знаю, не то чтобы поиграть, а, допустим, сделать куклу. Я помню, что у нас на уроках труда мы делали такие куклы. Ну, там из газеты что-то клеили, потом они сохли, и одежду пришивали. И это было перчаточное что-то. У нас как раз планируются детские студии, в которых и, возможно, будут такие занятия, где можно будет делать театральные куклы. А в программе да. «Кукольная кухня» мы как раз рассказываем, как делать папье-маше. Это тот самый материал, из которого делаются головы кукол. Вот. И потом, наверное, они могут прийти домой и попробовать что-то сделать, смастерить. Интересно с детьми работать, когда совсем они близко? Да, конечно.
Я, помнится, как-то пришла в театр, и имеется в виду в кукольный театр, и там открывается занавес, и дети там начали как галдеть. Наверное, уже привыкли, конечно же. Но вот это было так интересно, когда там, или там, боже мой, там, смотри, там за тобой стоит этот самый, не знаю, Кощей, не Кощей. Да, они всегда переживают, конечно. Такая Дети, интересная реакция. Самые благодарные зрители, и их очень сложно обмануть, поэтому надо хорошо играть для детей, не халтурить ни в коем случае. И они все чувствуют, настроение, отношение актеров к профессии, к спектаклю, и фальшь любую чувствуют. Поэтому задача, чтобы дети хорошо смотрели, чтобы не отвлекались, именно увлечь за собой. И нашим актерам это удается вполне. Я Но думаю. сейчас же пугает, что типа такая вот у нас ситуация возникает, цифровые дети, они все время в гаджетах. Дети сейчас другие или они все такие же? Точно такие же дети. Я не знаю, сложно сказать. Какие раньше были, Да. не знаем. Не знаю, какие раньше, но сейчас хорошие, мне кажется. Да. Нормальные. Они очень, вот казалось бы, сложно удивить. Но я когда смотрю вот на этих мастер-классах, они реагируют. Им показываешь куклу, столько эмоций у ребенка, простую куклу им показываешь. И им это интересно, особенно если на его глазах эта кукла оживает. Это для них такое чудо, вот, как казалось бы, как ни странно. Я тут во время рекламной паузы спрашивала, как оживляет кукла. Ну, наверное, это очень смешной вопрос, но все-таки есть же какой-то, вот, я не знаю, ну, не алгоритм, безусловно, а вот... Он не смешной, нет, он просто сложный. Ну, нет, я имею в виду, мой смешной вопрос звучит, наверное, так, смешно для вас. Нет. А как вы работаете с куклами? Вот я говорю, это сложный вопрос на самом деле, потому что очень много слов про то, что через себя пропускают, ты выходишь, ну, как бы эмоцию через руки, а там такой это какой-то процесс, мне кажется. Через куклу, мне кажется. Ну, через куклу, да. Многолетний на самом деле процесс. То есть мы постоянно продолжаем учиться. Нету такого, что ты вот раз, и ты научился управлять куклой. Во-первых, каждая кукла, ее нужно заново осваивать. Вот хоть даже и система та же самая. Это Вот, несмотря на то, что в учебных заведениях да. несколько лет постоянного тренажа с разными системами. Там дают основы, базу, но все равно ты приходишь в театр. Да, только база лишь. Да, это всего лишь база, когда там на говорят, которую ты что можешь опереться. кукла смотрит носом, там точки какие-то, оценки, вот это все. Но все равно каждая кукла требует оживления своего, включения и... Индивидуального подхода. Да. А с какой куклой труднее всего работать? Тут тоже нет однозначного ответа. Каждая кукла, наверное, по-своему сложно. Вы Что-то систему направление. имеете в виду? Ну да, система, наверное, это Ну, тут, называется. во-первых, потому что Трехневая, у каждого там... своя какая-то, да, кому-то предрасположенность, может быть кому-то сложнее что-то с какой-то. нравится. Да, тут вот тоже индивидуальная история. Ну, считается, что марионетка самая сложная. Ну, да. Да. Понятно. Ну, я тут, конечно, хотела спросить, а если кукла упадет во время игры? Ой, это Потом страшный поняла, сон. что это невозможно, потому что так крепко ты ее держишь Ну со да. всех конечностей. Ну, Ну, верховые это такое не случалось? так страшно, потому что их все-таки крепко держишь в руке. А вот как раз мы заговорили о марионетках. Да, вот это страшно. Вот, кстати, у нас было, что срывались куклы во У время нас появился спектакля. спектакль, и там марионетки непростые. Золушка? Да, срывались во время спектакля куклы. Но, слава богу, не на сцене, а за кулисами, вот когда готовишь, и просто падает. И... У меня, честно говоря, это мои кошмары до сих пор, что вот срывается вага сверху и падает вниз. Потому что если падает марионетка, у нее все нити путаются. Перепутываются, все ломается. И у нас артисты проявляли, наши артисты, кто занят в этом спектакле, какие-то чудеса интуиции, ловкости. Кто-то краем глаза видит, что срывается вага, это же секундное дело, и просто прыгали, хватали на лету. Ого. Кто-то снизу видит, что летит вага, и перехватывали по длине нити, хватали в связку, чтобы не перепутались, и вагу хватали. Кто-то успевал по лесам залезть, как обезьянка, вообще не по ступенькам, С ума сойти. и перехватить. То есть там такие геройства проявляются вот в такие моменты, потому что действительно, мне кажется, для артиста нет ничего страшнее, чем упавшая кукла. Это вот прямо, я сейчас рассказываю, у меня мурашки по всему телу, я ж... Потому что это не просто инструмент, Да, а да. это нечто большее. Это вот что-то божественное такое. И если ты это роняешь, то у тебя прям все просто обрывается внутри тебя все.
Я представляю, конечно же, это даже не хочу представлять. Да, да. Но я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, это Это прям кошмарный сон. Вот в ночи, бывает, просыпаешься весь в холодном поту от того, что тебе приснилось, что ты уронил куклу. А вам, кстати, часто снятся во сне куклы? Тебе как? Мне сейчас пореже. Ну, если снится, то что ты играешь в спектакль, что ты забываешь текст, вот какие-то тоже У вас такие тоже такое бывает? ужасные. Да. Конечно. И причем кто-то тебе подсказывает, а как во сне это бывает, там совершенно непонятно, что он говорит. И от этого еще хуже тебе становится. Или бывают кошмары, ты бежишь на сцену, уже 3-й звонок, а ты еще не на сцене. Прибегаешь, а нужно играть один спектакль, а куклы заряжены от другого спектакля. И, в общем, Да, какие-то и это такие реально маршруты. кошмары. Вот прям на полном серьезе, как бы это смешно не звучало. А в жизни такое случается? Нет. Конечно. Хорошо, что нет. Нет, а вообще в целом, какие вот интересные истории происходят у вас там? Бывает такое, что вы, например, во время спектакля забываете роль? Ну, не роль, нет, слова. И Бывает. там, например, лисенок говорит: «Ах ты, заяц, я тебя сейчас съем!» А лиса забыла, и заяц такой говорит: «Лиса, мне кажется, что ты хочешь меня съесть». Нет такого? Ну, бывает всякое. Да, мне кажется, текст забыть любой человек, это человеческий фактор никто не отменял. Но мне вот как зрителю интересно даже смотреть, когда я знаю, как должно быть, а кто-то текст забыл, и как они выходят из этой ситуации. Интересно за это Да, наблюдать. вот у нас буквально недавно, перед Новым годом, была ситуация с Щелкунчиком. Да. Это просто надо рассказать. Это как раз вот нас часто спрашивают, а есть у вас какая-то смешная история? Мы так И долго мы обычно думаем. долго думаем, а теперь у нас есть смешная история. Да, мы уже так для себя поставили галочку такую, что вот наконец-то она появилась. На вашей передаче премьера этой истории. Какая история? Рассказывайте. История с шиньоном, назовем ее так. Классическая просто хрестоматийная Дело в история. том, что «Щелкунчик» спектакль, мы очень много там в живом плане играем. Да. Практически половину, наверное, Да. спектакля мы как драматические актеры там существуем. В костюмах, в гриме. У меня накладные усы. А у меня накладной шиньон с кудряшками. А кого вы играете? Мы играем маму и папу Мари, девочки, которые вот с Щелкунчиком вся эта история происходит, и короля и королеву в кукольном плане. Вот. И вот этот шиньон у меня огромный, там все вокруг Нового года крутится, Да, мы елка. бродим вокруг елочки там. Танцуем радостно, а елочка ореховая, на ней орехи висят. Мы рассматриваем под ней орехи. Да, и вот И вот Надя наклоняется под в елочку. елку я как бы залезаю, встаю Смешно. А и шиньон понимаю, остается на елке, на глазах у изумленной публики, просто на елке, как вот рядом с игрушкой, висит шиньон. А я этого не замечаю. Я смотрю и вижу, что этого же на елке не было. А что это? И наша коллега Виктория. Виктория Щербакова. Да, она тоже играет в этом спектакле. Она берет Она этот берет его, шиньон. снимает и начинает нам в удивлении это показывать. Мы все это пытаемся обыграть. Но это, конечно, мы раскололись все. Это было так смешно в тот момент, когда осознание происходит, что это мой шиньон. Все видят, что у меня там При две этом такие нужно косички. говорить текст. А надо играть совершенно сцену. И все пытаются текст какой-то сказать, а у нас Задыхаясь просто... от смеха. Все. Мы задыхаемся, у нас из глаз начинают течь слезы от смеха. Мы пытаемся выйти на нашу сцену, но с этим шиньоном. И она им потрясает перед Очень нами. смешно. Зрители поняли, интересно? Мне кажется, да, потому что зрительный зал замер. И в конце нам... Да, именно по нашему смеху, скорее всего. Вот. И самое смешное, что на втором спектакле произошла практически ровно такая же история. Просто он просто взял надо мной и подпрыгнул. Спрыгнул с моей головы. Никогда такого не было. Ни после, ни до. То есть, там, естественно, все же на шпильках, все пришпилено. И то есть вот здесь он у меня просто на елке повис. И на втором спектакле он спрыгнул с моей головы. И это вот эта история какая-то с побегом этого шиньона. Конечно. Смеяться на сцене нельзя. Ну, конечно, там у нас такая драматическая накал страстей. Мы там все ругаемся. Это этот шиньон. Но в конце нам кричали «Браво!». Ну, Поэтому, не знаю видимо, даже. видимо, они оценили ваш достойный Стойкость игру. духа. А вы помните свой первый спектакль? Вот какой он был? В театре кукол или вообще? Ну, я знаю, что вы, Надежда, были сначала драматической актрисой, Да, я училась на курсе Михаила Сааковича Рабиновича. а потом вдруг Да. пришла любовь. Ну да, так и случилось. Я увидела
спектакль, театр кукол Резо Габриадзе. И да, все. Окончательно, бесповоротно влюбилась в кукол. А вы помните свой спектакль первый? Какой он был? Кукольный? Да, кукольный. Да, это то воспоминание, которое лучше забыть. Почему? Ну, потому что, на самом деле, очень сложно актеру из драматического театра переходить в театр кукол, потому что другая система существования, другая психофизика, другая пластика. И вообще, ну вот все другое. И вам пришлось переучиваться. А вы где-то, нужно было обучаться или Ну, вы конечно, просто я опытом? поступила. Нет, я да. поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на Маховой, на артиста театр кукол. А я тоже этот институт закончила. Ну, Ну, тогда вот. была академия, сейчас она опять стала институтом. Да. Ну вот я когда академия была, по-моему, с ПБГАТи. СПБ ГАТИ, да. Да. Вот. Ну, возможно, мы где-то с вами пересекались. Да, возможно. А вы помните свой первый спектакль? Первый, который в театре, да? Да. Нет, я имею в виду, который вы играли уже как актер. Да. Это мы еще, когда учились на курсе, мы ставили... Это был детский спектакль «Ты цыпленок, я цыпленок», который долгое время шел у нас в театре. Ну, практически вот когда он перестал идти, совсем не так давно. 80? Нет. Не так давно, да, он еще шел. Вот. И, конечно же, самый запоминающийся, это тоже мы делали еще на курсе, но и уже играли в театре на сцене, это «Журавлиные перья». «Журавлиные перья». Да. Ну, а о чем этот спектакль? Я просто знаю балет «Журавлиная песня». У меня сразу как это «Журавлиная нет, песня». это «Журавлиные перья». Это пьеса, да, Дюнзи Киноситы. Японская история, очень красивая. Вот. Ну, мы еще были такие молодые, и очень много времени посвятили этому спектаклю. Это большой кусок жизни, который мы прожили в театре с этими куклами, с этим спектаклем, с этими образами. Поэтому оно не могло не запомниться. Как появляется идея создания спектакля? Это режиссер приходит и говорит: так, ребята, мы ставим спектакль такой-то. Или вы такие говорите: а давай тебе поставим спектакль, например, «Аленький цветочек». Или приходит драматург. Ну, как вообще это происходит? У нас более прозаично все. У нас собирается план. худсовет, руководство действительно, театра, есть да, план есть, тоже. да. И мы обсуждаем, так, какие спектакли у нас должны быть в этом году. Действительно, мы смотрим, обязательно это должен быть спектакль для самых маленьких, обязательно для более старшего возраста, для подростков. И спектакль для взрослых также мы теперь стараемся, чтобы каждый год у нас был. Вот. Ориентируемся прежде всего на классику, на известные произведения. Как показывает практика, родители приводят своих детей именно на те спектакли, которые они хорошо знают, поставленные по известным детским произведениям. Те же «Буратино», «Красная шапочка», «Три поросенка» — это у нас вот самые кассовые «Три поросенка» спектакли. даже я смотрела. И не раз. Вот. Поэтому... И, конечно же, режиссеры предлагают свои... Если режиссера какого-то зацепила пьеса современная, например, он тоже приносит ее на худсовет. Мы ее рассматриваем, читаем, обсуждаем. Вот, поэтому у нас, в принципе, такой хороший баланс. У нас идут и современные пьесы, и классические произведения, и национальная драматургия. Все это у нас есть. И на 2024 год у нас тоже большие планы. Мы начнем этот год со спектакля «Винни-Пух». Винни-Пух. Да, всеми любимый. А какой будет Винни-Пух? Я имею в виду, у нас же есть Винни-Пух наш советский, да, вот он как-то, мне кажется, более это будет симпатичный. кукольный Винни-Пух, театральный Винни-Пух. Он не будет... Не будет похож на мультик. Ну, конечно, да. Это будет... Мы ориентируемся на произведение, на книгу, на первоисточник. Не на мультик, не на диснеевский мультик, не на отечественный, а в первую очередь на книгу. И у художника свое видение, какой это будет Винни-Пух. Также у нас планируется иммерсивный спектакль «Удивительное путешествие во времени». Вот его авторами и режиссерами как раз выступают Надежда Беззубова, Александр Верхоземский. О, Да. здорово. Ну, это вот, наверное, о новых формах, которые Да. тоже у нас мы планируем осуществить в нашем театре. И это иммерсивный спектакль, необычный, где зритель будет участником этого спектакля непосредственно. Технически он будет тоже такой
все да. будет отличаться. Он будет на сцене проходить, да? Или Нет, в фойе? дело в том, или что вот он всему будет... театру. по всему театру? Да, такой бродилка. Пространство будет полностью задействовано. Очень круто. Зрители а у нас будут в в городе, наушниках. по-моему, нету никакого иммерсивного У нас- спектакля. Нет, у нас есть иммерсивный спектакль в Z-театре, по-моему, у них есть иммерсия какая-то. есть. Ага. Потом у нас есть бродилки по городу от других В спектаклей. молодежном театров. театре, я знаю, тоже Да-да-да. есть бродилка. так Да, это называемая. современная форма, на самом деле, она востребованная Да, сейчас. да. Я, честно говоря, по незнанию, по невежеству своему не знала, что у нас есть... Ну, вот для нашего театра совсем новая такая вот. А у нас для это будет всех актуально, новое. потому что театр новый, здание новое. И вам самим как раз интересно, да? показать, Да, конечно. Какие у нас тут залы есть? Да. Ну, мы, конечно, хотим показать наш театр зрителям во всей красе, то есть сделать прям это очень масштабно, эффектно. А там будет одна-две куклы, в смысле, вы с одними куклами или вы будете менять куклы? Ой, кукол там будет много. Много. Разных, да. А да. много артистов будет занято? И артистов много. Ага. И вы будете выступать как режиссеры? Да, ну и как актеры тоже. И как актеры, как Да. режиссеры. Я просто спрашиваю, вот обычно же режиссер, у нас же Фирдаус Наилевна режиссер, она как начнет, Да. мы тут все сразу рассыпаемся. Да, А вам как? А вам как придется, вот как вы думаете, ваши артисты, они скажут там типа, Надежда, ну давай это вот без этого вот. У нас очень дружный коллектив. Очень мы все друг друга взаимоподдерживаем. И у нас не бывает такого. Но режиссеры все уважают. Конечно, режиссеры все уважают, к режиссеру все Ну, нас тоже прислушиваются, уважают безусловно. режиссеры. Да. Мы очень любим наши. Но и режиссер, в свою Фирдаус. очередь, всегда прислушивается к актерам. У актера всегда свобода слова, и всегда можно что-то предложить. Актер это может принять, утвердить, или же сказать, что нет, это не соответствует моей задумке. Ну, все как у нас. Я знаю, что к вам приезжали коллеги из Новосибирска. Да, вот вчера у нас буквально в ночи, не в ночи, поздним вечером закончились занятия. Да. По режиссуре Да. и по мастерству актера. И по сценической речи. Да. У нас отдельно проходили занятия с режиссерами, отдельно с актерами. Очень довольны остались актеры этими занятиями. Ну и режиссера тоже. Конечно. Замечательные педагоги, конечно, из Новосибирска. И Эльвира Ростиславовна Куриленко, Куриленко. она много лет уже занимается педагогической деятельностью и еще и исследовательской, как педагог. Да, она теоретик. Теоретик и Хороший. И практик, практик. применяет это еще и на практике. И она много где ездит со своими мастер-классами, с вот этими занятиями. Мы уже давно с ней знакомы, собственно говоря, да, были на фестивалях тоже и в Казани, и в Оренбурге. И вот теперь они приехали к нам уже поработать вообще с нашей труппой, с нашими режиссерами. Ну, интересно. И, кстати, вот такая информация. У нас Эльмира Куриленко будет ставить спектакль в этом году. А какой Да. спектакль? Будет ли Это она будет- использовать технологически ваши возможности теперь новые? Это уже будет известно. Ну, и я думаю, конечно же, будет. Но мы в большом предвкушении. Нам очень интересно будет с ней поработать. Это новогодний спектакль. Пока название в секрете держим. Определились, главное, с направлением, да. что он будет такой. А кого вы еще приглашаете в этом сезоне? Будут ли у вас какие-нибудь гастроли? Может, вы сами куда-нибудь поедете? В этом сезоне мы приглашаем театр кукол Образцова имени Сергея Образцова. Правда? Да. Боже мой, это же Да, так ну- интересно. Я в Москву собралась специально поехать посмотреть спектакль Образцова. Да. У нас большая дружба с этим театром, и у нас уже все, договоренность есть. А когда они будут? Ориентировочно в сентябре. Ага, следующий сезон да, начинается. Да, уже в этом году. Да, они привезут свой легендарный, необыкновенный концерт. И еще 2 детских спектакля. Тоже об этом будет. Мы обязательно расскажем, когда они приедут, какие это будут спектакли. Но вот такой сюрприз для жителей нашего города мы подготовили. Шикарно. Это прям шикарно. Да, все республики. А летом у вас будут какие-нибудь работы вот в этом самом амфитеатре? Я просто с таким нетерпением... Я очень люблю сама, когда спектакли под открытым небом. Мне кажется, это так красиво, особенно если еще и свет используется. Конечно, мы раз летом, задействуем. вот как раз световое шоу наше планируется летом, где-то июнь, скажем так, примерно. Да, и полностью будет задействован весь театр и амфитеатр. Раз у нас есть, то у нас, конечно же, будет
обыгран и световое шоу, и в дальнейшем тоже будут постановки именно какие-то площадные. Все будет работать. Планов много, мы только-только вот переехали, еще осваиваемся. И много чего нужно сделать, много чего создать, воплотить. Большое спасибо, что вы были в нашей студии. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Когда я готовилась к эфиру, я узнала, что кукольники в древние времена причислялись к разряду жрецов и пользовались особым уважением. Сегодня они, может, уже и не жрецы, но все еще остаются волшебниками. С вами была программа «Счастливый час». Всем отличного дня!